В пятницу с утра во второй Сухумской школе имени Пушкина силами администрации города, МЧС, Министерства образования и науки, а также преподавателей и самих учащихся ведутся работы по вывозу школьного имущества. В целях безопасности в само здание школьников не пускают. Сотрудники МЧС выносят учебники и школьный инвентарь на улицу. А уже здесь преподаватели совместно с учениками и их родителями помогают загрузить все в грузовые машины, чтобы отвезти их в школы, где они будут временно размещены. Тем временем в самих школах идут подготовительные работы для принятия детей. В очно-заочной школе будут размещены учащиеся старших классов второй школы. Для этого им предоставили 17 кабинетов. Несмотря на то, что часть из них практически без ремонта, школьники и учителя отнеслись с пониманием и вместе убирают, моют кабинеты, выносят старую мебель. Как только пожар был ликвидирован, мы тут же мобилизовались, пришли на работу, и технический персонал, и наш совместно с техперсоналом второй средней школы начали убираться, на помощь рабочие подошли, родители обратились, старшеклассники. Работа идет полным ходом, мы уже больше, чем на половину все прибрали, классы удобные, просторные. Школа будет работать в две смены. Первая приступит к занятиям в 8:30, вторая в 14:00. Расписание занятий составлено таким образом, чтобы учащиеся второй и очно-заочной школы могли бы заниматься без каких-либо стеснений. Что касается участников спартакиады, которые должны были в здании второй школы сдавать досрочные экзамены, то уже сейчас они проходят испытания в стенах очно-заочной школы. Частная общеобразовательная школа «Альфа» также разместит у себя учеников второй школы. Для этого им выделили 8 просторных кабинетов на 3-м этаже. Здесь временно будут обучаться порядка 360 учеников младших классов в две смены. Стоят одноместные парты. Как видите, вот здесь вот их 10 парт. То есть это класс на 10 человек рассчитан. Но тем не менее, помещение большое. Если будут двухместные парты, мы с администрацией уже договорились, они привезут нам свои парты, и тогда мы сможем разместить здесь классы и в 30 человек. 180 детей из пострадавшей школы будут завершать учебный год в столичной школе номер 3 имени Юрия Воронова. Это учащиеся младших классов. Занятия их будут проходить во второй смене в 13:30. Сейчас идет подготовка, так как во второй школе более многочисленные классы, поэтому мы будем подставлять здесь парты, добавлять парты, стулья. И я думаю, что в тесноте, не в обиде, мы проведем этот учебный год все вместе. Я думаю, что все будет у нас нормально. Как отметила начальник управления образования города Сухум Людмила Адлиба, по мере возможности будут созданы все необходимые условия, чтобы дети могли завершить учебный год. И вопрос организации их питания в очно-заочной школе также будет решен. Предусмотрели по возможности, чтобы им было более или менее комфортно закончить учебный год. В частной школе «Альфа» есть столовая, дети здесь будут питаться. В средней школе номер 3 тоже есть столовая, дети там будут питаться. Немножко проблемно в очно-заочной школе. Но мы думаем над этим. К понедельнику постараемся организовать буфет в одном из помещений, чтобы дети хотя бы перекусили за время обучения. Занятия учащихся пострадавшей от пожара школы номер 2 будут возобновлены в понедельник, 6 мая. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.